В Уфе открылся штаб общественной поддержки кандидата на должность главы республики Радия Хабирова. По этому случаю собрались представители общественности, культуры, спорта, политики, а также члены семей участников СВО. Сопредседателями штаба, возглавившими его, стали Герой России Борис Дудко, председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Ольга Шевнина и военный телекорреспондент Ильяс Батыргариев. Так как сейчас год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, очень много внимания уделяется общественным добрым делам. И я думаю, что, возможно, меня пригласили быть председателем как голос общественных организаций. И нам важно, чтобы в нашем штабе каждый был услышан и каждый был понят. Патриот – это тот человек, который для своей родины каждый день что-то делает хорошее. И от этого это место, в котором он живет, становится еще лучше. Мне кажется, вот видно работу Радия Фаридовича, когда он каждый день нашу республику делает все лучше и лучше. Ну и, соответственно, конечно, сейчас приоритетным направлением его деятельности является поддержка семей участников специальной военной операции, членов их семей. Сегодня я представляю их всех, потому что мы объединились, мы ждем своих сыновей. Но наши мужья, наши сыновья там спокойны, потому что здесь о нас республика заботится. Напомним, 6, 7 и 8 сентября состоятся выборы главы республики. В Уфимском районе организованы дополнительные выборы в Госсобрание. Также в регионе будут избираться депутаты в Советы муниципалитетов, городов, сельских поселений. За пост главы Башкортостана намерены побороться 5 кандидатов. Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Радия Хабирова. Владимир Нагорный выступит от регионального отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Депутат Госдумы Иван Сухарев был выбран на партийной конференции ЛДПР. КПРФ на выборах будет представлять депутат Горсовета Уфы Артур Шайнуров. От партии «Новые люди» на пост главы Башкортостана намерен бороться предприниматель и юрист Ильшат Тимирьянов.